ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском техническом лицее прошел региональный отбор программы «Робототехника». Соревнования по относительно новому образовательному направлению проходят распределенно в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте. Всего по региону эти турниры собрали порядка 1000 детей. В УТЛ побороться за призовые места решили 29 команд из Ухты и Сосногорска. Задача роботов, в которых ребята собирают самостоятельно, максимально быстро пройти трассу определенной траектории. Хоть стороннему наблюдателю и кажется, что это просто, школьникам приходится всерьез постараться. Собирают воедино, по сути, два направления. Это программирование, поскольку робота в любом случае нужно написать программу и запрограммировать. Второе направление – это техническое мышление, инженерная мысль. То есть здесь правильно сконструированная платформа, правильно собранный робот, безусловно, влияет на итоговый результат. И несмотря на всю трудоемкость этого направления, заинтересованных все больше. Как отмечает главный судья Виталий Альшанов, с каждым годом соревнования становятся все массовее. А ведь первые робототехнические конструкторы в Коми появились только в 2011 году. Самым юным участником этих соревнований, третьеклассникам, тогда было всего 2 года. Теперь они уже программируют машинки из конструктора Лего. А ребята постарше, шестиклассники, используют термины, которые рожденным в СССР и вовсе непонятны. Но эти школьники готовы не только робота собрать, но и объяснить, как это работает. Готовились, получается, всего неделю, а получается, самое сложное было сделать мультипликатор, усиливающий скорость самого робота. Что это такое? Расскажи мне, человеку, который очень далек от этого. Мультипликатор, он берет больше мощности, но при этом выводит больше силы, то есть ускоряет машину. К слову, среди будущих инженерных гениев все же больше мальчишек. Из 29 пар только 3 команды девчачьи. Конкурировать с ребятами, как отмечают ученицы 10-й школы, не просто чисто эмоционально. После беседы становится понятно, что разница среди мальчиков и девочек не только в уровне душевных переживаний, но и в установке на результат. У нас скорость была 45, но мы не съехали с линии, мы ехали точно. То есть вы поставили все-таки на точность больше, чем на скорость, да? Как оказалось, девчонкам все же стоило рискнуть. Тогда они, возможно, попали бы в таблицу победителей. В ней, к слову, оказалось 10 команд. 4 пары лидеров обучаются на базе Центра занятости населения. Еще 4 в УТЛ. В 10-й школе досталось 2 места на пьедестале почета, одно первое у Центра юных техников. После подведения общереспубликанских результатов часть этих команд отправится на федеральный уровень, на котором ухтинские школьники становились призерами уже дважды. Всероссийский робофест пройдет в Москве меньше, чем через 2 месяца.